Площадь этого склада около 20 тысяч квадратных метров. На сотнях полок миллионы товаров в нескольких категориях. Игрушки, техника, DVD и CD-диски и, конечно, книги. Один из хитов продаж среди пользователей Рунета. Каждый день на склад интернет-магазина от поставщиков поступает множество коробок с товаром. Пополнять ассортимент интерактивной торговой точки то тем, то другим приходится практически ежечасно. Работники складского комплекса распечатывают картонную тару, разбирают содержимое и заносят его в базу данных. Только после этого товар окажется на полках. Доверху заполненную книгами коробку транспортерная лента доставляет на склад. Специальное устройство отсканирует штрих-код, и контейнер попадет на второй этаж. Игрушки занимают первый. На третьем – диски с музыкой и фильмами. Самый верхний уровень отдан под технику и хай-тек. За целостность и сохранность дорогостоящего товара беспокоится. Доступ в пентхаус складского комплекса строго ограничен. Только что прибывший на склад товар раскладывают по полкам. Рядом с каждой из них, кстати, приклеен стикер, а на нем снова штрих-код. Перед тем, как положить товар на свободное место, лазерным терминалом сканируют сначала книгу, потом стикер на полке. Теперь система запомнила, где при необходимости найти томик. Самое популярное чтиво на общий склад не отправляет. Нашумевшие вампирские истории и книги по мотивам популярных сериалов стопками занимают отдельное место в помещении склада. Принцип прост. То, что заказывают чаще, найти проще. Итак, все расставлено по своим местам. С этого момента товары становятся доступны покупателю. Покупки в интернете популярны прежде всего из-за своей быстроты. Заказ товара занимает всего пару минут. В строку поисковика вводим название того, что хотим приобрести. Допустим, мы ищем Библию для детей. Выбираем из нескольких выданных системой вариантов нужный, добавляем в корзину. В том, что ее объем не ограничен, еще одно преимущество онлайн-шоппинга. Количество покупок регламентируется, пожалуй, только платежеспособностью покупателя. Поэтому в нашу корзину мы добавляем диск с классикой советской анимации, мультиком «Ну, погоди». Финальный этап – оформление заказа и выбор способа доставки товара. Сейчас еще не поздно передумать. Отказаться от заказа, подкорректировать его или приобрести что-то еще. Не исключено, что чуть позже менеджер по продажам позвонит по телефону и попросит подтвердить покупки. Это так называемая проверка адекватности покупателя. Происходит она в том случае, если содержимое заказа настораживает. К примеру, когда в нем значится сотня мобильных телефонов, или клиент сделал покупку впервые. Если все в порядке, покупатель признан адекватным и платежеспособным. Сведения о заказе поступают в базу данных склада интернет-магазина. Почти сразу же начинается комплектование онлайн-покупок. Один комплектовщик собирает до 40 заказов одновременно. Так дело движется значительно быстрее. О том, что и где найти, сообщает Wi-Fi терминал. Это своего рода навигатор между бесконечными рядами стеллажей. Умное устройство соединено с базой данных склада, в которой хранится вся информация о заказах. На экране название книги, ряд и секция, в которой ее надо искать, и фотография, чтоб уж точно не ошибиться. Нашли, отсканировали штрих-код, терминал выдал новое задание. После справочника Розенталя по русскому языку идем искать любовный роман Даниэллы Стил. Если приложим к лазеру не тот штрих-код, умная техника возмутится и потребует поискать получше. Чтобы собрать все, что нужно, у комплектовщика уходит от 10 минут до часа. Порой оббежать ряды стеллажей приходится не единожды. Когда весь пакет из нескольких десятков заказов собран, коробку помещают на ленту транспортера и отправляют на первый этаж складского комплекса. Здесь происходит окончательное формирование заказов. Всю кипу книг и дисков разбирают, раскладывают по стеллажам и передают упаковщикам. Куда положить тот или иной товар, показывает система комплектования заказов. Вот эти стопочки – уже окончательно сформированные покупки.
Дальше эти стопочки предстоит упаковать. Заказы распределяют по пластиковым пакетам и картонным коробкам. Когда накопится достаточное количество свертков разного размера и содержания, их загрузят в машины и отправят к месту выдачи. Каждый день отсюда совершают по несколько рейсов в крупнейшие города России. К покупателям из отдаленных концов страны товары доставляют почтой. Спустя несколько часов товар приезжает в центр выдачи заказов. Отсюда его и забирают онлайн-покупатели. Таких ежедневно к окошкам операторов приходит сотни. Пара подписей и все. Спасибо за покупку.